Уже по традиции, в первые дни лета команда Коми землячества в Москве организовала и провела выездную патриотическую акцию в Ржевском районе. В рамках акции активисты посетили мемориальный комплекс героям-панфиловцам, расположенный недалеко от Волоколамска. Именно здесь, в ноябре 1941 года, в неравный бой с фашистскими танками вступили солдаты 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова и задержали их продвижение на несколько часов. Рота почти в полном составе погибла, проявив при этом подлинный героизм и мужество. За этот бой 28 солдатам в 1942 году было присвоено звание Героев Советского Союза. Мемориальный комплекс состоит из 6 монументальных скульптур высотой 10 метров, олицетворяющих воинов 6 национальностей, сражавшихся в рядах дивизии Панфилова. Комплекс был торжественно открыт к 30-летию победы в Великой Отечественной войне в мае 1975 года. Уроженцы Коми края почтили память героев. Село Осуга Ржевского района. Именно там, в январе 1942 года, при штурме железнодорожной станции в жестоком бою погибли более 80 уроженцев Коми края в составе 83-го лыжного батальона. Делегация провела митинг, на котором выступили представители московских землячеств. Активисты прочли стихи и исполнили песни на коми языке. И мы обязаны помнить, чтить и сохранить память о героях, которые пришли с войны, и о героях, которые остались на поле сражений. Но здесь, на этой земле, как и по всей линии фронта, героически сражались и отдали свои жизни ради победы. Ради нас с вами, солдаты особого лыжного батальона, наши земляки. Более 700 человек покоятся здесь, в братской могиле, и многие из них были призваны военкоматами Коми АССР. Уроженцы Коми края бесстрашно, самоотверженно сражались вместе с солдатами из других республик и краев. Эта земля для нас священная, и подвиг их не забываем. Ты воскрес, как когда-то Спаситель, что за нас был распят на кресте. Город-воин и город-строитель, город-память о страшной войне. Mientete kolas mok poschur, en mene kol, mene yon нашел, mientete kolas mok. Дорогие наши жители Осуги, администрации, мы вам низкий поклон приносим всем, кто бережет память наших земляков. И мы очень надеемся, что мы тоже здесь установим памятные плиты, откроем нашим землякам. Спасибо вам. В торжественной обстановке была открыта памятная табличка участнику Великой Отечественной войны из Республики Коми Изосиму Дмитриевичу Сенькину. Братьев 8 умерли. Из них известна могила, братская могила, только у Изосима Дмитриевича. То есть 7 человек нам еще надо искать. И пока жива самая младшая его сестра, мы решили увековечить память и отвести частичку вашей земли, Тверской земли, туда, в Республику Коми, чтобы запечатлеть память ветерана там, на месте. С трагическими событиями 1942 года делегацию Республики Коми познакомил краевед Андрей Калашников, который ведет большую архивную работу по исследованию истории батальона и установлению личностей солдат.
телезрителей, это немножко нашей истории, это пол старого вокзала, то есть вот, за который, собственно говоря, и погибли вот все, кто там похоронен. Это вокзал 1888 года постройки, то есть 19 век. И в войну здесь немцы, ну, у них здесь бронепоезд ходил, то есть это был перегрузочная база. В этом парке там очень много немецких захоронений. Завершилась патриотическая поездка посещением Ржевского мемориала советскому солдату. Комплекс возведен в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев под Ржевом. Имена павших увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который является филиалом Музея Победы. В центре мемориала установлена 25-метровая фигура солдата. Образ растворяющегося в стае птиц солдата берет свое начало от стихотворения «Журавли» Расула Гамзатова. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.